Торжественное заседание парламента открывается под звуки гимнов России и Чечни. Затем его участники рассказали о значимости принятия основного закона в истории страны. Конституция России является ядром всей правовой системы государства, отметил спикер Магомед Даудов. Он также напомнил, какие события пришлось пережить жителям Чечни до того, как республика стала полноправным субъектом, и как чеченскому народу удалось выйти из хаоса. Республика была полностью разрушена. Чеченский народ находился на грани уничтожения. Целостность России оказалась под угрозой. И в этот тяжелый период при всемирной поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров проявил политическую мудрость и настоял на принятии Конституции Чеченской Республики. Это был гражданский, патриотический и человеческий подвиг Ахмад Хаджи во имя спасения своего народа. Для укрепления и развития демократических принципов республики, провозглашенных главным законом страны, руководство региона в лице Рамзана Кадырова делает все необходимое, подчеркивают здесь. Сегодня Чеченская Республика активно развивается по всем направлениям хозяйственной и культурной жизни. Являясь гарантом Конституции, глава Чеченской Республики, герой Российской Федерации Рамзан Ахмадович Кадыров делает все для укрепления и развития демократических принципов. Вместе с тем, укрепление демократии не означает ослабление правопорядка, обеспечить который обязанность правоохранительных органов. От наших действий зависит вера людей в справедливость и способность власти их защитить. Органы внутренних дел сделают все, чтобы обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, проживающих в Чеченской Республике, независимо от их национальности, религиозной и политических убеждений. Здесь также отметили, что Конституция страны не только закрепляет основные права и свободы, важнейшей из которых является свобода вероисповедания, но и гарантирует их. Ярким примером этого является наша республика, где красуются, как вы все знаете, мечети. Основной костяк, я даже сегодня это наблюдал, прихожан составляют работники органов государственной власти, органов местного самоуправления. Более того, республику, его парламент, главный надзорный орган страны возглавляют люди, предки которых всеми властями преследовались за их религиозные убеждения. Если мы зададимся вопросом, почему это все происходит, я полагаю, ответ один. Это происходит потому, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который является гарантом этой Конституции, присягнув ей, ни разу еще не нарушил ее. Позвольте поздравить вас с этим важным государственным праздником, пожелать вам здоровья, благополучия, законопослушания. Говорили также о вчерашней встрече Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым в Кремле, в ходе которой президент России высоко оценил социально-экономическое положение в регионе и, в частности, развитие чеченской столицы. Все это стало возможным благодаря грамотной политике главы региона, отметили здесь. Действующая Конституция Российской Федерации является пятой по счету. Ей предшествовали основные законы, принятые в 1918, 1924, 1936 и 1977 годах. Окончательный вариант Конституции был принят 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Разана Цамаева, Хава Жумунаева, Дени Хавхаров. Новости.